Интинцы отметили весенний этнопраздник оленеводов Терепкер. Национальный праздник стал визитной карточкой Инты, демонстрирующей силу и ловкость коми-оленеводов, гостеприимство и широту души. История оленеводческого праздника уходит корнями в XIX век. Тогда он приходился на знаменательный день, 2 августа, Ильин день. В период литовки все оленеводы со своими стадами добирались до крайнего пункта кочевья. С этого дня, отпраздновав его, оленеводы делали поворот вглубь тундры по направлению к осенней стоянке. Заботу по организации праздника обычно брали на себя люди зажиточные. Победителям состязаний вручался ценный подарок – серебряная монета, выпущенная в честь 300-летия дома Романовых. В трудные для страны времена праздник был забыт, и возродился он лишь в 1932 году. Тогда отмечали его в первое воскресенье августа. С 1989 года День оленевода в Республике Коми официально не отмечался. И только в 1997 году был возрожден в Инте под названием Терепкер – быстроногий олень. Изменилась и дата празднования, приурочена ко дню весеннего равноденствия. Поначалу Терепкер проходил ежегодно, но с 2000 года стал проводиться один раз в 2 года. В 2008 году праздник оленеводов впервые прошел в самом центре города. Гонки на оленях упряжках проходили на улице Горького. В 2010 году жителей и гостей Интинского округа принимали в селе Петрунь. С 2012 года и по сей день на олень-поле в поселке Юстедор. Замечательный получился праздник. Когда мы его начинали 22 года назад, мы, конечно, не думали, что он войдет в число лауреатов на российском уровне. Мы просто хотели сделать жителям города приятное. А оказалось, что все получилось. Мы правильно сделали, что организовали в 1997 году первый раз этот праздник. Поэтому всех с праздником и желаю Терепкеру дальнейшей счастливой судьбы. Терепкер проводится для того, чтобы показать и сохранить основы традиционного образа жизни коренных народов Севера, самобытной культуры коми. Это уникальная возможность заглянуть в удивительный мир тундровиков, живущих далеко от городов. В этом году праздник в Инте состоялся в 14-й раз. Как всегда, организаторы мероприятия подготовили насыщенную спортивную и культурно-развлекательную программу. Огромное количество сюрпризов и подарков. Участники и гости праздника стали собираться на олень-поле в поселке Юстедор задолго до начала мероприятия. Я как с детства вырос здесь, учился в Инте. И сейчас на пенсию вышел, 5 лет помогаю своим. И нравится работа, как у меня потомство идет здесь. И 4-е поколение уже. Митрофан Спиридонович – потомственный оленевод в 4-м поколении. Как признается мужчина, профессию не выбирал, пошел по стопам своих отца и деда. Пастухом работает почти 40 лет. Говорит, с возрастом становится тяжеловато, годы берут свое. Но тундра не отпускает. Тундра тянет, и, конечно, сейчас уже тяжеловато стало. Проблемы уже бывает со здоровьем. Но тянет, бодряемся и молодежи хотим помочь. Хочу помочь. Тундра там душу берет просто. Ехать. Постоянно хочется ехать туда. Душу берет. Как май, все уже, душа аж там уже. Тундра уже. Оленевод Иван Филиппов приехал на праздник Терепкер из села Петрунь. Оленевод в 3-м поколении представляет бригаду номер 5 общества с ограниченной ответственностью «Петруньское». Мужчина старается всегда участвовать в гонках на оленях-упряжках. Каюр готовится к забегам, оценивает силы своих оленей и животных у соперников. Как готовитесь? Гоняем, проверяем. Постоянно. На сегодняшний день уверены в своей упряжке? Олени не подведут? Не. Мало. Слабо едут. Слабо едут? Да. А почему? Не уверен, что возьму. А почему? Слабо. Тихо едут. Я уже смотрел, тихо едут. Это по сравнению с другими упряжками? Да. Посильнее почему не выбрали, побыстрее оленей? Нету таких молодых. Все старые уже.
Гонки на оленях-упряжках – самая эффектная и зрелищная часть ТРПКР. В этом году в забегах приняли участие 15 каюров. Большинство из них – работники агрокомплекса «Инта Приполярная». Погонщикам предстояло пройти дистанцию на полкилометра больше, чем в прошлом году. Трасса увеличена на 500 метров. Круг составляет 1400 метров. Это все сделано для того, чтобы немножечко разойтись во временном показателе, потому что если трассы очень коротенькие отрезки, время получается одинаково, могут показать несколько участников. Мы увеличили, разведем их по времени, будет легче определить призеров, победителей. Накануне праздника представители спортивной школы «Юность» и коммунальщики готовили олень-поле к соревнованиям и народным гуляниям. Ежедневно с утра до вечера чистилась прилегающая территория и укатывалась трасса. Определенные трудности доставила теплая погода. Это вся та работа, которую вы видите здесь. Целую неделю здесь работала техника. Техника была предпринимателя Антона Ковшикова. И плюс я здесь ежедневно вел контроль над этой работой. Прочистили, вроде бы все удалось. Первой на старт вышла упряжка оленевода Ивана Филиппова. Несмотря на большой опыт работы, труженик тундры немного переживает. В первую очередь из-за взволнованных животных, которые не привыкли видеть такое количество людей. Управлять нартами не так просто, как может показаться со стороны. Напуганные олени то и дело пытались свернуть с трассы. Во время соревнований некоторые каюры вынуждены были проходить дистанцию несколько раз. Александр Воронюк под номером 25 выступает за бригаду агрокомплекса «Инта Приполярная». Молодой человек не оленевод, но с этой профессией он знаком очень хорошо. Все свое детство Александр провел в тундре. Но когда перед ним встал выбор будущей специальности, решил изменить судьбу и связать свою жизнь с другим родом деятельности. Так-то я работаю в другом месте, а все свободное время провожу в тундре. Помогаю своим родственникам, дяде своему. Вот, а так я работаю в другом месте. А где работаете? На вертолетах летаем бортмехаником в нашем Коми-Авиатрансе. Отпуск и все свои выходные дни Александр предпочитает проводить не на курортах, а в тундре, рядом с оленями. Племянник потомственного оленевода Василия Янгасова, хоть и работает бортмехаником, считает День оленевода и своим профессиональным праздником. Молодой человек уже 3-й раз участвует в гонках. Правда, упряжку для соревнований ему все-таки готовит дядя. У меня дядя сейчас оленевод. Раньше сам ездил с дедушкой, с бабушкой. Все были оленеводы. Я как-то так тянет все туда. Вот, хотя и в другой сфере. Не хотите вернуться в тундру и продолжить? Хочется. Ну, там зарплаты не такие. Вот. А так, были бы зарплаты больше, можно было подумать. Вот. А так для души пока. А так все олени у дяди, он готовит мне, а я вместо него участвую. А как готовить дядя, если не секрет? Вот как нужно подготовить и упряжку, и самому, чтобы хороший результат? Сначала изначально выбирает их из стада, смотрит за ним, вот, а потом уже подбирает каждого, как кто себя ведет в упряжке, кто самый активный, вот, кто полегче может где-то. Вот. Так и подготавливают потихоньку. Вот, в основном молодежь. Больше молодые, вот они порезвее будут. Борьба за главный приз 100 тысяч рублей развернулась нешуточная. Участники гонок стартовали один за другим и бежали на время. За считанные секунды упряжки развивали скорость не менее 50 км в час. Трасса представляла собой круг, и сложнее всего было проходить повороты. Олени то и дело пытались свернуть с дороги. За безопасностью зрителей следили представители правоохранительных органов и добровольные народные дружинники.
Потомственный оленевод в 4-м поколении Андрей Канев, выступающий под 30-м номером, научился управлять упряжкой в детстве. Мужчина работает бригадиром в агрокомплексе «Инта-Приполярная». Его бригада численностью 9 человек, 2 чумработницы и 7 пастухов пасут стадо более 3000 голов оленей. Стаж работы в оленеводстве у Андрея Канева 21 год. Профессия, это она привыкать, не каждый поедет туда. Сложная работа, если честно сказать. Но вы никогда не хотели поменять свою профессию? Почему до сих пор в тундре? Ну, бывало. Ну, как это можно оставить своих родных? На празднике ТРПКР Андрей Канев – один из самых опытных участников оленеводческих состязаний. Мужчина соревнуется с основания национального праздника ТРПКР. Он несколько раз становился призером и трижды победителем гонок. В этом году упряжка Андрея показала лучший результат. Его олени преодолели дистанцию за 2 минуты 18 секунд. Не ожидал, но выиграл. Что я могу еще сказать? Да, олени меня не подвели просто, и все. И сам, наверное, держался. В праздничный день на олень-поле было установлено несколько чумов, поэтому познакомиться с бытом оленеводов могли все желающие. Несмотря на то, что в Интинском округе к профессии чум-работницы всегда относились с глубоким уважением, далеко не все девушки из потомственных семей оленеводов спешат в тундру. Забота о чуме и родственников, которые могут жить в нем месяцами, тяжелый труд. Среди почетных гостей праздника чум-работница с 45-летним стажем Ульяна Чупрова. В ее обязанности входил большой объем работ. Она сама колола дрова, носила воду, разводила огонь, готовила еду, пекла хлеб, поддерживала порядок, присматривала за малышами, воспитывала подрастающее поколение, шила мужчинам и детям малицы с тобоками. Занималась ремонтом изношенной одежды. Весь быт и уют держался исключительно на ее хрупких женских плечах. Интересно было по молодости, а сейчас боимся уже чум заходить. Ой, это не жизнь, конечно. Да. Это не жизнь, это мучение было. За Урал ездили, и сколько дети замерзли, сами замерзли, Господи. У мужчин-оленеводов тоже работа не из легких. По словам Ефима Ивановича Артеева, сына потомственного оленевода, который большую часть своей жизни посвятил тундре, в этой профессии могут работать только самые сильные, смелые, физически и морально выносливые люди. Как правило, это выходцы из семей потомственных оленеводов, которые начинают привыкать к трудностям и осваивать специальность в малолетнем возрасте. Оленевода трудная работа, очень трудная. Сутками надо дежурить, особенно когда плохая погода или волки нападают, иногда бывает очень трудно в плохих погодах. Я всю жизнь в оленеводстве, 5 классов учился, и мама, папа в оленеводстве ездят, убежал из школы. И до 70 лет работал. Но трудная жизнь, в общем, одним словом сказать. Очень трудная работа оленеводцу. Женой семья у меня, семьей чум-работница. Жена, да, очень трудно с малыми детьми. 7 детей было. И женщинам особенно трудно там. Все время ямдать. За Уралом ездили зимовать. И очень трудно.
В последнее время все меньше и меньше молодых людей остается в тундре продолжать дело отцов и дедов. Отказаться от благ цивилизации и жить несколько месяцев вдали от дома хотят далеко не все. Очень тяжелая работа, на самом деле тяжелая, такая для на самом деле сильных, выносливых людей, которые вот именно разводят оленей, которые пасут их, которые для нас делают блага, так скажем. Ну, республика делает все возможное, но все равно этих средств не хватает. Их надо, конечно же, больше. Но глава республики Коми дал поручение, занимаются все, пытаются найти данные финансовые средства, чтобы оленеводство у нас распространялось, увеличивались стада, и чтобы наши оленеводы себя чувствовали комфортно. Сегодня есть возможность сделать жизнь оленеводов более комфортной. И нужно это делать. И в этом должны принимать участие все уровни власти, и федеральная, республиканская, и муниципальная. Потому что вот на севере должен жить олень, и с ним должен жить человек. И это сообщество то, которое гармонично вписывается в окружающую природу. Даниил Ануфриев, самый юный участник соревнований, не боится трудностей и мечтает стать настоящим оленеводом, как его родители, бабушки и дедушки. Мальчику всего 15 лет, а он ничуть не хуже опытных погонщиков умеет управлять упряжкой. Я вырос там с детства, и меня это очень привлекает, и поэтому я постоянно хочу жить там, жить, работать в тундре. Вся наша семья по отцовской и по материнской линии были потомственными оленеводами. Я как бы хочу продолжить их дело. Даниил впервые принимал участие в гонках. Мальчик приехал из Адзивавома. Упряжку с оленями для забегов ему подготовил отец. В итоге юный каюр легко прошел трассу, преодолев дистанцию почти 1,5 километра за 2 минуты 28 секунд. Даниил пришел на финиш всего на 3 секунды позже бронзового призера. Северное многоборье – это настоящая палитра чувств и переживаний, яркие зрелищные заезды, снег, летящий из-под копыт, лихой свист погонщиков, азарт спортивной борьбы. Все это впечатляет не только жителей Интинского округа, но и гостей, которые приезжают на праздник, чтобы с головой окунуться в национальную экзотику. Последнее приготовление перед стартом. Серьезная подготовка. Где же ваша поддержка, друзья? Для оленеводов-кочевников ТРПКР – отличный повод встретиться с родственниками и друзьями, принять участие в многочисленных конкурсах и отдохнуть от трудовых будней. ТРПКР – один из главных, самых ярких и красивых праздников, где коренные жители могут показать свою силу, ловкость, выносливость в традиционных северных состязаниях, отдохнуть и удивить гостей национальным колоритом. Я сам, скажем, родом отсюда. У меня родственники в оленеводстве, двоюродные сестры, братья. И, конечно, приятно, что, несмотря ни на что, они сохраняют вот эти традиции, переносят все эти трудности. Вот, как говорится, жизни в чуме, в тундре, это все очень тяжело. Вот, поэтому, когда приезжают, конечно, я считаю, что ни в коем случае нельзя пропустить этот праздник, потому что он приносит массу великолепных впечатлений. На олень-поле было многолюдно. Тысячи интинцев и гостей праздника собрались в районе поселка Юстыдор, чтобы приобщиться к культуре и традициям коренного народа, посмотреть, чем живут жители Севера сегодня. Наверное, дороже всего общение и сохранение традиций. И вот, наверное, правильно говорят коллеги, которые давно занимаются туризмом, что за 2 года тебя забудут. Поэтому мы, конечно, будем обращаться и к предпринимателям, и к спонсорам. И, к счастью, такие люди есть, которые готовы нам финансово помогать. Но чтобы такой замечательный праздник, как День оленеводов ТРПКР, он был каждый год. И хочу сказать, что мы попробуем, вошли уже в много программ, которые будут благоприятствовать процветанию нашего города. И туризм – это одно из направлений, который пока слабо нами изучен, а это целая наука, целая отрасль. И я думаю, что мы войдем в программы сельского туризма, и республика нам в этом поможет.
ТРПКЕР – особенный праздник, который пользуется огромной популярностью не только среди жителей Интинского округа. Чтобы принять участие в колоритных национальных гуляниях, в полной мере окунуться в самобытный мир коренного коми-народа, покататься на оленях упряжках и буранах, сфотографироваться с удивительно красивыми животными, попробовать деликатесы, приобрести на память изделия декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов от мастеров и рукодельниц, люди приезжают из разных уголков России. Проводили по-разному. И в Петрунях, и в городе были гонки. Но вот это самое оптимальное место, Олень-Поле, где все-таки очень удобно, просторно, комфортно, не только, так сказать, упряжкам, оленеводам, но и всем горожанам. Потому что у нас есть возможность показать выставки, есть возможность людям попасть в ЧУМ, посмотреть все-таки быт коренного населения. Ну и, конечно, это вкусные шашлыки. Это продажа сувениров. С 2008 года на празднике оленеводов проходит конкурс профмастерства среди ЧУМ-работниц. В этом году в традиционном конкурсе «Хозяйка ЧУМа» приняли участие 4 женщины, представив членам жюри и зрителям меховые изделия, выполненные своими руками, национальные блюда и костюмы. Коми-красавицы продемонстрировали роскошные платья, сарафаны, головные уборы, мали, цепимы, тобаки и другие предметы одежды и обуви, позволяющие оленеводам комфортно жить и работать в самых неблагоприятных природно-климатических условиях. Женская одежда отличалась значительным разнообразием. У женщин коми бытовал сарафанный комплекс одежды. Он состоял из рубахи, японки и сарафана, которые надевали поверх ее. Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник. Головные уборы женщин разнообразны. Девушки носили скрученные платки, шали, замужние женщины – кокошники. Ижемский наряд. Сколько вложено человеческого тепла, любви, труда. А самое главное, они передаются из поколения в поколение, тем самым оберегая род. В рамках состязания ЧУМ-работницам также необходимо было возвести летний вариант ЧУМа – жилище кочевых народов, занимающихся оленеводством. Сильные и стойкие хозяйки Северного дома легко справились со своей задачей. Правда, мужчины не смогли стоять в стороне и просто наблюдать. Они активно помогали устанавливать сначала печь, а затем и шалаш из жердей, покрывая его брезентом. До сих пор ЧУМ остается единственным видом жилища кочевых оленеводов. Я уже работаю как в оленеводе 15 лет. Мне нравится, я езжу с удовольствием. Трудно, наверное. Ну да, очень. Иногда бывает трудно, иногда и легко. ЧУМ-работница Ульяна Семяшкина – многодетная мама. У нее 4 ребенка, 3 сына и дочь. Старшему скоро исполнится 9 лет, младшему – 1 год. Дети комфортно чувствуют себя в тундре и как могут помогают взрослым. Женщина надеется, что ее дети, когда подрастут, выберут профессию оленевода и продолжат семейную династию. Завершился праздник оленеводов ТРПКЕР торжественной церемонией награждения и вручением подарков. Диплом вручается Валентине Тюкавкиной, участница конкурса «Хозяйка ЧУМа» 2019 год. Валентина, вставайте чуть дальше. Валентина, вам приз, держите на память. Анна Филиппова. Аплодисменты Анне Филипповой. Молодец, Аня. Янгасова Светлана. Семяшкина Ульяна. Спасибо вам большое. Ценные подарки получили призеры гонок на оленях упряжках. 3-е место и подарок в виде денежного вознаграждения завоевал оленевод в 3-м поколении Николай Беляев. Его упряжка преодолела дистанцию за 2 минуты 25 секунд.
Вторым к финишу пришел Олег Белоусов. Оба призера представляли бригаду номер 5 агрокомплекса «Инта Приполярная». Кубок победителя и главный приз 100 тысяч рублей достался Андрею Каневу. Его упряжка пробежала быстрее всех. Ну, уступите место победителю. Молодец. И сертификат на сумму 100 тысяч рублей в ваших руках. Поздравляем победителя! Самый молодой участник гонок Данил Ануфриев отмечен призом зрительских симпатий. ТРПКЕР – это очень веселый, светлый и по-настоящему весенний праздник. Впечатления от его посещения остаются на всю жизнь. В празднике оленеводов чествуют людей, которые остались верны своим предкам и продолжают жить в тундре в чумах, переезжая с одного пастбища на другое со своими семьями и оленьими стадами.